Две канадские правозащитные организации призвали правительство Канады наказать китайские компании, производящие морепродукты, которые заставляют трудиться уйгуров. Две организации в Канаде, проект защиты прав уйгуров и группа действий в области прав человека, представили доклад в Министерство иностранных дел Канады и потребовали запретить въезд в Канаду 7 китайским компаниям, которые, как было доказано, причастны к принудительному труду уйгуров. Они предоставили правительству свое предложение, основанное на недавно опубликованном докладе независимой исследовательской организации под названием The Outlaw Ocean Project. В октябре этого года агентство сообщило, что после 4-летнего расследования выяснилось, что по меньшей мере 10 китайских компаний, занимающихся морепродуктами, работали с уйгурами, а большинство морепродуктов, поступающих на североамериканский рынок, поступали из Китая. Резкое сокращение китайским режимом числа тунганских мусульманских мечетей во внутренних районах Китая в рамках так называемого объединения мечетей и усиление коммунистической пропаганды вместо религиозного поклонения в местах отправления культа привлекли внимание международной прессы. В интервью журналисту Али тунганский мусульманин из провинции Юньнань, совершивший паломничество в Мекку в августе этого года, подтвердил, что коммунистический режим закрыл многие исторические мечети в рамках так называемого объединения мечетей и что еще больше мечетей находятся под угрозой закрытия, сообщает «Голос Америки». С другой стороны, в прошлом месяце International Human Rights Watch опубликовала доклад о том, что с 2020 года Китай закрыл более 1300 мечетей в провинциях Ниньця и Ганьсю и запретил религиозную деятельность, а мечети использовались не по назначению или разрушались под видом так называемого объединения мечетей, подтверждая все обвинения восточно-туркестанской диаспоры. Делегация базирующегося в Турции Международного союза НПО Восточного Туркестана совершила серию визитов в Малайзию в рамках движения гражданской дипломатии, направленного на укрепление всех видов сотрудничества между делом Восточного Туркестана и двумя братскими общинами. 8 декабря делегация из Восточного Туркестана приняла участие в 7-м саммите 3 хорошо зарекомендовавших себя инициатив Малайзии в столице страны Куала-Лумпуре. В рамках программы делегация Международного союза НПО Восточного Туркестана встретилась с министром иностранных дел Малайзии Замбри Абдулкадиром и министром по делам религии доктором Хаджи Маходом Наимом Махтаром и представила досье об ожиданиях народа Восточного Туркестана от правительства Малайзии и систематическом геноциде мусульман в регионе со стороны режима Коммунистической партии Китая. На фоне растущего влияния США в Азиатско-Тихоокеанском регионе Китай стремится укрепить свои идеологические связи и стратегические отношения с Вьетнамом, с которым у него единая политическая система. Председатель КНР Си Цзиньпин завтра посетит Вьетнам с 2-дневным официальным визитом. Это будет первый визит китайского лидера в соседнюю страну за 6 лет. В ходе визита Си Цзиньпин встретится с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, а также с президентом Во Ван Тхеонгом, премьер-министром Фам Минчинем и спикером парламента Вуонг Диньхюэ. Напряженность между Филиппинами и Китаем в Южно-Китайском море достигла апогея в минувшие выходные. На видео, опубликованном береговой охраной Филиппин, видно, как китайские корабли стреляют из водометов по филиппинским лодкам во время 2 отдельных миссий по пополнению запасов рыбаками на отмеле Скарборо и небольшому гарнизону на отмеле Секонд Томас. Представитель Министерства иностранных дел Филиппин сообщил, что посол Китая был вызван в министерство по этому вопросу. Пресс-секретарь заявил на пресс-конференции, что назначение посла Китая Хуан Силяня персоной нон-грата на Филиппинах также серьезно рассматривается. Встреча премьер-министра Шотландии Хамзы Юсефа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на климатическом саммите СОР-28 в Объединенных Арабских Эмиратах вызвала бурную реакцию. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пригрозил прекратить поддержку шотландских министров после того, как премьер-министр Шотландии встретился с президентом Турции без присутствия британских официальных лиц. Кэмерон написал письмо секретарю по иностранным делам Шотландской национальной партии, лидером которой является Юсуф, заявив, что обсуждение Юсуфом газа и других вопросов с Эрдоганом является нарушением протокола.